На сцене Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, профессор Анатолий Шутиков.
Муслим Магомаев – единственный исполнитель, чья внутренняя свобода вместе с удивительным певческим талантом оставили печать на всей музыке, которым ему довелось прикоснуться. Эта музыка будет сегодня звучать в исполнении тех, для кого имя Муслима Магомаева прочно вошло в собственную систему ценностей, как музыкальных, так и общечеловеческих. Он пронес любовь к музыке через всю свою жизнь, был автором не одного десятка песен, каждая из которых неминуемо становилась популярной, как и он сам. Начиная с 60-х годов прошлого столетия, никто из артистов не мог бы сравниться с Муслимом Магомаевым в такой недосягаемой притягательности. И если с первого взгляда влюблял в себя Магомаев артист, то любили уже Магомаева человека мудрого, доброго, искреннего. Друзья говорят, что Муслим Магометович был таким уже в детстве, в солнечном Баку, где он вырос в интернациональной семье. Позднее Магомаев с удовольствием исполнял оду родной земле на языке предков, на языке, о котором он очень трепетно отзывался. Песня «Азербайджан» звучит в исполнении Джавида Самедова. Anamın anasısan Azerbaycan. Baharlı yurdum Azerbaycan. Sinarlı yurdum Azerbaycan. Sen eşkin seferin, ağlayan dur ezerim, güneşli al seherim Azerbaycan. Sen eşkin seferim, ağlayan dur ezerim, güneşli al seherim Azerbaycan. Ты меня зовешь, Азербайджан, ты во мне поешь, Азербайджан. Как огни твои светлы, как слова твои нежны, и звезда моей судьбы Азербайджан. Звезда моей судьбы Азербайджан. Ey aziz anam Azerbaycan.
Следующую песню Муслим Магомаев написал вместе со своим другом Робертом Рождественским. Это история взаимоотношений партии и беспартийного, свободолюбивого Магомаева. Рождественский предложил патриотический текст на торжественную музыку, а Муслим Магометович ответил отказом. Тогда же лидер Азербайджана Гейдар Алиев в преддверии визита Леонида Ильича Брежнева попросил Муслима Магомаева написать песню приветствия. Двое авторов дописали имеющуюся песню, виртуозно обойдя тему вождей и революции. Так она и живет по сей день. Торжественная песня. Настала в мире будто весна. Шар земной запомнил имя твое. Имеет цветок, а ты бессмертна страна. Держать в ладонях солнце. Я пройду сквозь годы и времена. Все смогу, я все на свете смогу. Если ты из песен, жить от дома вдали, жить без сна, шагать в степи без огня. Но нельзя дышать из этой вечной земли. Держать в ладонях солнце. Я пройду сквозь годы и времена. Все смогу, я все на свете смогу.
Больше всего Муслим Магометович любил петь лирические и драматические песни. Он сам говорил, что прочувствовать и рассказать историю в песне значит подарить зрителю то, зачем он идет на концерт. Магомаев шутил, что он чувствовал, когда нужно сдержать экспрессию и темперамент. Несмотря на это, невероятной популярностью пользовались и знаменитые твисты в исполнении Муслима Магомаева. Две разные, но одинаково любимые публикой песни исполняет Игнат Изотов. «Улыбнись» и «Твои следы». Твои следы в сугробах у реки, как и слюды, они тонки. Чуть подморозило два крошки озера, и звезды в них дрожат, светясь, как угольки. Возьму в ладонь, хотя один твой свет, но только тронь, он просто снег, он разлипается, он рассыпается, и вот в руке одна вода, следа нет. Внутри твоих следов лед расставания, но поверни следы обратно, сквозь чуждые следы, сквозь расстояния, по собственным слезам, по собственным следам. Внутри твоих следов лед расставания, но поверни следы обратно, сквозь чуждые следы, сквозь расстояния, по собственным слезам, по собственным следам. Любовь — тот свет, где плавает звезда. Любовь — тот свет, что навсегда. Но до последних лет и звезд бесследных нет, ведь нет следов, что исчезают без следа. Внутри твоих следов лед расставания, но поверни следы обратно, сквозь чуждые следы, сквозь расстояния, по собственным слезам, по собственным следам. Сквозь чуждые следы, сквозь расстояния, по собственным следам. И по
Ну что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив, зовет нас танцевать. Спеши, ведь песня не ждет, она вокруг все зажгла. И если сердце поет, тут не нужны слова. Ла-ла-ла-ла. Мечтать о весне, зачем не знать, что пришла она, ее заменит вполне твоя улыбка одна. Спеши, ведь песня не ждет, она вокруг все зажгла. И если сердце поет, тут не нужны слова. Когда танцуешь со мной, душа тобою полна. Пусть мое сердце поет, я подскажу слова. Пусть мое сердце поет, я подскажу слова. Пусть мое сердце поет всегда. Следующие две песни удивительны, каждая по-своему. Одна мультипликационная ода любви, вторая ода любви на расстоянии. Юрий Энтин вспоминал, что он с друзьями целый месяц разыскивал Муслима Магомаева по всей Москве, чтобы предложить сразу 3 роли – трубадура, разбойницы и сыщика. Магомаеву так понравился процесс озвучания мультфильма, что он отказался от гонорара со словами: «Это была не работа, а удовольствие, за которое я сам должен заплатить». Вторая песня родилась, как говорят, наспор. На одном из торжеств Арно Бабаджанян сыграл своему раннему гостю Евгению Евтушенко мелодию. Тот предложил: «Старик, давай поспорим, что я за сегодняшний вечер напишу стихи на эту музыку». И написал, выиграв несколько бутылок армянского коньяка. Спустя некоторое время, оказавшись не в фаворе, Евгений Александрович наступил на горло своей же песни. Но неоспоримый авторитет Муслима Магомаева все-таки подарил ей жизнь в радиоэфире. На сцене Борис Дьяков. «Луч солнца золотого» и «Не спеши». Солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет.
Ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце взойдет. Солнце взойдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыш. В час грусти и печали ты голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Ты спеши ко мне, если я вдали, если грустно мне, если я словно в страшном сне, если тень беды в моем окне. Спеши, когда видят вдруг, ты спеши, когда мне нужен друг, ты спеши, когда грущу в тиши, ты спеши, ты спеши. Спеши, когда грущу в тиши, ты спеши, ты спеши. Не спеши, не спеши, когда мы с тобой вдвоем, и вдали беда. Скажут да, листья и вода, звезды и огни, и поезда. Не спеши, когда глаза в глаза, не спеши, когда спешить нельзя, не спеши, когда весь мир в тиши, не спеши, не спеши.
спеши, когда весь мир в тиши, не спеши, не спеши. Не спеши. Когда Муслима Магометовича спрашивали о театре, он часто шутил, что на эстраде можно было побавлять дурака, а вот в театре нет. Эта другая сторона его таланта раскрылась намного шире в географическом отношении. Об оперном баритоне Магомаеве узнала Италия, Франция, Великобритания. Его итальянскими ариями восхищались сами итальянцы. Друг семьи, известный певец Робертино Лоретти, вспоминал, что Магомаев устроил ему мастер-класс, в результате которого у исполнителя внезапно открылись высокие звонкие теноровые ноты, о существовании которых он даже не подозревал. Несмотря на то, что Муслим Магометович шутливо назвал театр тюрьмой, ему удавалось эпатировать публику и там. Когда его герои убивали на сцене, он лопал заранее подготовленный пластилиновый шарик с алой акварелью внутри, вызывая тем самым восторг публики. Он также радостно падал с лестницы или писал шутливые письма прямо во время спектакля. На сцене Ирина Костина, Каватина Розины и Болеро.
Современники Муслима Магометовича отмечали его феноменальный оперный талант. А в чем конкретно состоял его феномен? Безусловно, бархатный, всегда узнаваемый баритон, но было кое-что и еще. Артикуляция. Муслим Магомаев не терпел халатного отношения к тексту, на каком бы языке он его не пел. Кто-то даже шутил, что у самих итальянцев частенько во рту словесная каша, когда они поют знаменитую каватину Фигаро. Да, поет Муслим Магомаев. Внимание на экран. Что ж, товарищи, когда я был еще совсем молод, это было 5 лет назад, мне было тогда 19 лет. Помните, как я приехал из Баку и впервые здесь вступил на сцену Дворца съезда. Как я волнуюсь и смущаюсь, исполнил каватину Фигаро из оперы «Сибирский цирюльник». Сейчас я уже солист оперного театра. Партия Фигаро – одна из любимых моих партий в спектаклях. И мне хочется вспомнить молодость и спеть вам свою любимую каватину Фигаро. Che bella risorsa, e poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, e con la donnetta, col tralalalala, e col cavaliere, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donna ragazzi, vedi fanciulla, vuole parrucca, tressa la barba, e quella sanguigna, ma penso di niente, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quella barba, tressa la barba, penso di niente, Figaro, e Figaro, e Figaro, Figaro, ahimè, che pugna, ahimè, che voglia, con la volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta, per carità. Figaro, son qua, Figaro. son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, grandissima salta mi formi, salva in toda la città,
Figaro, bravissima, avrò Figaro, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissima per verità. Avrò Figaro, bravissima, avrò Figaro, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissima, fortunatissima per verità. Sono il factator della città, sono il factator della città, della città, della città. Говоря о молодом поколении, вспоминается то, как уже взрослый Магомаев продолжал быть кумиром молодежи. Однажды он с удивлением для себя обнаружил свою же пластинку в руках длинноволосого парня лет 16. И тот рассказал, что несет ее, чтобы плясать с друзьями. Такие же длинноволосые молодые сотрудники центрального телевидения упрашивали Муслима Магометовича отпустить волосы. Ведь тогда бы всей стране разрешили носить хайр. О да, Муслим Магомаев всегда следил за современной музыкой, даже тогда, когда в Россию хлынул музыкальный поток с Запада. Вы будете удивлены, но он имел свое мнение даже о хип-хоп-культуре. Магомаев называл русский рэп скороговоркой Винни-Пуха. Зато американские исполнители впечатлили его ритмической структурой своих текстов и виртуозными танцами. Личность Магомаева притягивала молодежь. Он никогда не был для них старым. Наоборот, он был старшим и всегда интересным. На сцене юный исполнитель Наиль Галиев. «Мамма».
Алиев. Как и любой исполнитель, Муслим Магомаев имел собственное отношение к песням. И часто его мнение не совпадало с мнением слушателей. К примеру, обе эти песни Муслим Магометович не очень любил. Одну он даже называл дешевым шлягером. А публика об этом не знала до самого завершения певческой карьеры. Любовь и уважение к почитателям своего таланта Магомаев ставил выше личных предпочтений. Эти песни Магомаев исполнял с вдохновением и любовью к тем, для кого они многое значили. На сцене Евгений Кунгуров, «Королева красоты» и «Свадьба». По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Блестят окошками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты ж жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. А я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. Как единственной на свете королеве красоты, как единственной на свете королеве красоты. Спасибо большое. Спасибо огромное. Милые женщины, вы каждая королева красоты. Это действительно правда. Спасибо вам за то, что вы по утрам дарите нам свои теплые взгляды, а мы вечером с работы несемся к вам, чтобы попасть в ваши объятия. Спасибо вам огромное. И аплодисменты вам, милые женщины, королевы красоты. Ну что, следующая песня, да? По проселочной дороге шел я молча, и была она пуста и длинна. Только грянули гармошки, что есть ночи,
свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой ли свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой ли свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Под разливы деревенского оркестра увивался ветерок золотой. Был жених серьезным очень, а невеста ослепительно была молодой. И где-то свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Вот промчались стройки звонко и крылато, И дыхание весны шло от них. И шагал я совершенно не женатый, и жалел о том, что я не жених. Свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой ли свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой ли свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Спасибо огромное. Сегодня, конечно, все аплодисменты звучат в честь Муслима Магометовича Магомаева и Тамары Ильиничны Синявской. Дорогие друзья, ваши аплодисменты.
Порой с земли кажется, что звезда на небе падает, очерчивая свой путь ярким шлейфом. На самом деле она быстро пролетает и исчезает в глубинах космоса. Звезда Муслима Магомаева пронеслась мимо нас и не исчезла. Она живет, по-прежнему существует и живет, как и сам Муслим Магометович, в нас, в тех, кто рос под его песни, влюблялся, жил и отмерял свой жизненный путь. И уже новое поколение смотрят вслед звезде Магомаева. Где-то на небосводе, в пределах Солнечной системы есть планета, названная в честь Муслима Магомаева. Следующие песни, две песни, как говорят, из разных опер, но это лишь на первый взгляд. Обе они дарят радость и любовь к окружающим людям. На сцене Резеда Галимова. Заздравная черноглазая казачка.
Талантливый композитор Арно Бабаджанян всегда хорошо ощущал дух времени. Его песни звучали современно, причем не только в нашей стране, но и за ее пределами. Знаменитый гимн «Москве» был написан в стиле твист, и Муслим Магомаев, законодатель музыкальной моды, с удовольствием его исполнил. Когда песня вышла на радио, ее услышал Никита Сергеевич Хрущев и тут же отреагировал, пригрозив той самой Кузькиной матерью всем причастным. По понятным причинам песню сняли с эфира. Ну а 2 месяцами позднее самого Никиту Сергеевича сняли с должности. И Леонид Дербенев заспешил на радио и зашел туда со словами: «Ну что, Магомаев сделал все, что смог. Верните песню в эфир». Еще одна знаменитая песня авторства Муслима Магомаева настолько прочно ассоциируется с его образом, что об этом даже пошутил Иннокентий Смоктуновский. Мне кажется, что знак качества сняли именно с него. Так он говорил о музыкальном клипе на песню «Синяя вечность». На сцене Игнат Изотов «Синяя вечность». Лучший город Земли. Море вернулось говором чаек, песней прибоя, рассвет пробудив, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. Море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прямой. Море, возьми меня в дальней дали, парусом малым вместе с тобой. Звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прямой. Море, возьми меня в дальней дали, парусом малым вместе с собой. Преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальней дали, парусом малым вместе с собой, с собой, с собой, да возьми.
никогда не бывал. В нашем городе светло над вечерней рекой. Не мечтал до зари, с друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Песня плывет, сердце поет эти слова о тебе, Москва. Ты в Москву приезжай и пройдись по Арбату, окунись на Тверской в шум зеленых аллей. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых площадей. Песня плывет, сердце поет эти слова о тебе, Москва. Слова ты вспомнишь мои, если только приедешь и увидишь хоть раз лучший город земли. Песня плывет, сердце поет эти слова о тебе, Москва. Спасибо огромное, спасибо. Муслим Магометович неоднократно сетовал на то, что, будучи уроженцем Баку, из Азербайджана так ничего и не привез. Любил кофе вместо чая, холод вместо жары. Ему вторили друзья, отмечая, что восточное происхождение дало ему удивительное чувство собственного достоинства и благородства. Магомаев считал себя интернационалом и по-хорошему завидовал своим друзьям, в чьих семьях с детства прививали знания азербайджанского языка и азербайджанской культурной традиции. Он с любовью вспоминал Паллада Бюльбюль-Аглы, его мелизматику и пение народных песен. В свою очередь, Муслим Магометович удивительным образом схватывал произношение иностранных языков. Он чисто пел и на английском, и на итальянском, и на французском. И в этом на советской эстраде ему не было равных. На сцене Борис Дьяков. Love Story, «Чертово колесо», элегия. Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine.
there'd never be another love, another time. She came into my life and made believing fine. She feels my heart. She feels my heart with very special things, with angel song, with wild imagining. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll meet her till the stars are burned away, and she'll be there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars are burned away, and she'll be так грустны. Липы просят подождать до весны. Кверху дном все лодки молча лежат, как пилотки задремавших солдат. Но ты помнишь, как давно по весне мы на чертовом крутились колесе, 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 а теперь оно во сне. И я лечу с тобой снова, я лечу, и одно слово я кричу, кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу и вновь лечу. Ла-л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 а. Кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу и вновь лечу. В зимнем парке так бело, словно парк мою любовь замело. Дисковол, уснув в снегу, так увяз. Танцплощадке под снежком снится вальс. И как будто позабыл я про все, только черт заводит снова колесо, колесо, колесо.
колесо, и летит твое лицо. И я лечу с тобой снова, я лечу, и одно слово я кричу, кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу и вновь лечу. Кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу и вновь лечу. Кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу и вновь лечу. Кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу и вновь лечу. Нет солнца без тебя, нет песни без тебя, в мире огромном нет без тебя тепла. Свет юности моей, свет нежности твоей, только лишь отзвук музыки давних дней. В целом мире я один, я самим собой судим. Я не смог любовь спасти. Глаза, звезд ясные глаза, первые встречи, первой любви гроза. Зов памяти моей, звезд, звездных витражей, в сердце осталась музыка давних дней. Смог любовь спасти. Ты прости меня, прости. Нет возраста любви, нет сумерек любви, сердце устало быть от тебя вдали. Снег станет голубым, снег станет молодым, мы возвратимся к солнечным дням былым.
Когда рухнул железный занавес, вдруг оказалось, что не все песни, столь популярные в стране Советов, родом из страны Советов. Причин тому было много, и прямое заимствование музыки было некой музыкальной франшизой. Поль Мариа сочинил красивую песню, в которой пелось о девушке в бикини. Конечно, подобный текст не мог пройти цензуру, и был написан свой советский вариант. Да, именно его полюбила вся страна. Полюбила благодаря удивительному исполнению Муслима Магомаева. Так песня «Верни мне музыку» стала шлягером. Говоря о музыкальных заимствованиях, сегодня невозможно не вспомнить народные песни в исполнении Муслима Магомаева. На сцене Ирина Костина «Верни мне музыку», «Травушка-муравушка». Как будто ангел
Сейчас прозвучат две песни. Одну из них пела Тамара Синявская, другую Муслим Магомаев. Первая – неофициальный гимн всех летчиков и космонавтов. Особенно была любима Юрием Гагариным. Вторая – энергичная песня из цикла цыганских песен, написанная знаменитым композитором Матвеем Блантером. На сцене Джавид Самедов. «Нежность. Кони-звери». Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить. Так же падает в садах листва, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле одно без тебя, а ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. Так же пусто было на земле, и когда летал Экзюпери, так же падала в садах листва, и придумать не могла земля, как прожить ей без него, пока он летал. Летал, и все звезды ему отдавали свою нежность. Как прожить ей без него, пока он летал, летал, и все звезды ему отдавали свою нежность. Опустела без тебя земля, если можешь, прилетай скорее.
Там за белой пылью в замети скользя небылицей пылью жаркие глаза. Пылью небылицей очи предо мной, так быстрей птицы шепчет коренной. Ой, вы кони, звери, кони, эх, черные да серый, черные да серый, черные да серый, а медвежий мех. Черные да серый, черные да серый, черные да серый, да медвежий мех. А глаза сияют, ласково маня, не меня встречают, ищут не меня, только жгут без меры из-под темных дуг. Гей, чубарь мой серый, задушевный друг. Ой, вы кони, звери, кони, эх, черные да серый, черные да серый, черные да серый, да медвежий мех. Черные да серый, черные да серый, черные да серый, да медвежий мех. Я рыдать не стану, дур не закучу, я тебя достану, я тебя умчу. Припадешь устами, огуришь, как дым, в полынью с конями к черту полетим. Ой, вы кони, звери, кони, эх, черные да серый, черные да серый, черные да серый, да медвежий мех. Черные да серый, черные да серый, черные да серый, да медвежий мех. Черные да серый, черные да серый, да медвежий мех.
Знаменитая песня «Мелодия» стала поворотной точкой и для Муслима Магометовича, и для Тамары Ильиничны. За развитием их отношений пристально наблюдали два Купидона – Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Эти безгранично талантливые и тонко чувствующие люди написали множество великих песен, и каждая из них пришлась ко времени. Влюбленный Муслим Магомаев впервые продемонстрировал эту песню Тамаре Ильиничне по телефону, когда она проходила стажировку в Италии. Для почитателей таланта обоих исполнителей мелодия стала признанием в любви, которое Муслим Магомаев пронес через все свое творчество. Также и другая песня «Благодарю тебя» — это символ любви и верности. На сцене Евгений Кунгуров.
Благодарю тебя за песенность города и откровенного, и тайного. Благодарю тебя, что всем было холодно. Ты оттаяла. За шабаш и за крик, за вечность и за миг, за отгоревшую зарю, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю. За смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю. Благодарю тебя за то, что по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной было, еще за то, что не забудешься. За шепот и за крик, за вечность и за миг, за отгоревшую зарю, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю, за все. За печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю, за все, за все, за все. Благодарю тебя. Человек всегда во все времена жил, уповая на веру, надежду и любовь. Муслим Магометович верил в человека и человечность, надеялся, что его цели всегда правильные и благородные. Он любил музыку и свою супругу Тамару Ильиничну. Его дух, вечные ценности пережили смену режимов и веков, и он жив, пока есть вы, его благодарные слушатели. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.
взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду, тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Дорогие друзья, прежде всего, от имени организаторов этого прекрасного концерта мы говорим слова искренней благодарности обществу «Газпром Трансгаз Казань» и лично Равкату Абдулхаевичу Контюкову. Спасибо огромное. Дорогие друзья, сегодня в этом зале присутствует почетная гостья, такая же удивительная и непостижимая, как ее супруг, с которым они вместе прожили более 30 лет, Тамара Ильинична Синявская. Тамара Ильинична, мы счастливы, что вы сегодня присутствуете в этом зале, что вы сегодня вместе с нами, и просим вас подняться на эту сцену. Просим подняться на сцену Равката Абдулхаевича Контюкова. Вам слово, дорогие гости! Уважаемые коллеги, друзья,
Сегодня у нас, наверное, большой праздник. Во-первых, сегодня Всемирный день музыки. Вот об этом. Хочу поблагодарить всех певцов, оркестр прекрасный, самого прекрасного нашего дирижера. Всех вас с этим праздником. Ну, если сказать, Муслим Магомедовича, наверное, нет человека, который равнодушен к его таланту. С детства многие, хоть он ушел давно из жизни, но он в наших сердцах. Если не было, вот о чем я говорю, в наших душах, в наших сердцах, в нашей памяти, сегодня мы здесь не присутствовали бы и не слушали бы его репертуар прекрасных артистов, прекрасных певцов при сопровождении прекрасного оркестра. А Муслим Магомедовича много сказали. Конечно, все это правда. И сказать только в пределах СССР, только не России, а СССР, это мало. Это вся Европа, включая Америку, Канаду и прочие. Другие страны многие, и Китай. Его узнавал весь мир, потому что он был узнаваемым своим талантом, своей человечностью, наверное, своей отдачей для людей. Поэтому, наверное, такие люди и долго не живут, но оставляют глубокий след. Эти люди всегда переживают, вернее, живут еще после смерти многие поколения, многие века. Она не была бы памятью сегодня, если не было бы рядом в протяжении более 20 лет на сцене, если не работала бы вместе с ним наша дорогая, глубоко уважаемая Тамара Ильинична Синявская. Вот от всех. Разрешите от нас всех вручить эти цветы ей с большой признательностью от всех нас. Цветы от общества «Газпром Трансгаз Казань». Пожалуйста, просим на сцену. Да. Я хочу также в дальнейшем, Тамара Ильинична, под вашим чутким руководством, Дни памяти, в следующем году будет еще Всемирный день памяти, или как она правильно называется, Муслима Магомаева, каждые 10 лет будет. И будет она еще проходить, там люди приезжают, певцы, не только из России, это и со всех стран. Кто-то из Лондона, кто-то из Китая. Поэтому я думаю, если Всевышний нам позволит, это всемирный мы проведем, возможно, и в Казани. Я хочу еще раз поблагодарить от всех нас, Наталья Ильинична, пожелать вам доброго здоровья, благополучия, ну и долгих лет счастливой жизни вам. И микрофон передаю вам. Я могу, наверное, сюда сказать, да. Дорогие друзья, дорогая Казань, на протяжении многих лет у меня остались воспоминания о своем первом посещении Казани на первом фестивале Шаляпинском. Я здесь у вас пела в оперном театре свою любимую «Кармен». Прошло много лет,
Мы не раз приезжали с Муслимом вдвоем, и одна я приезжала с царской невестой. Но тянуло меня сердце посмотреть на все самые маленькие дома, которые тогда стояли в центре города. Я их нашла. Я вчера проехала по Казани на машине, правда, и я их нашла отреставрированными, красивыми, помолодевшими, но все равно старые любимые дома. Я нашла еще и очень много нового. У вас такой красивый город. Вам только расти и расти. И я очень хочу пожелать, чтобы это все продолжалось бесконечно. А самое главное, я хочу вам сказать очень большое спасибо за то, что я сегодня, находясь в этом зале, как, впрочем, и всегда, где звучат песни Муслима, я чувствовала, что я не одна, что он с нами. Он звучал в музыке замечательного оркестра. Замечательный, ребят. Спасибо вам огромное. Под управлением такого чуткого дирижера, такого влюбленного в музыку и в певцов, спасибо вам огромное. Спасибо моим коллегам молодым за то, что они нашли время. Некоторые здесь живут, некоторые прилетели издалека и отдали дань любви и уважения, наверное, в какой-то степени своему кумиру, если я не ошибаюсь. Потому что он являлся, может быть, в разное время вашей жизни вашим кумиром, это было слышно в вашем исполнении. Какие-то интонации, интонационные моменты вы все равно, желая того или не желая, нам преподносили. Спасибо вам за это. Спасибо этому чудесному залу. Правда, здесь тесно. Во всяком случае, для такого концерта. Это не намек. Решение. Ну вот видите, уже решение. Мы поговорили немножко и решили, что вам нужен большой красивый зал филармонии. Не менее чем на 1500 мест. Немного поговорили и решили. Тамара Ильинична решила, я согласился. Спасибо вам за то, что провели сегодня этот вечер вместе с нами, за то, что все это совпало с Международным днем музыки. Это все не просто так. За то, что Муслим был не только на экране, но и в наших сердцах. И спасибо вам огромное, что вы как, вот я не знаю, как сказать, добрый фей, так не говорят. Правильно, волшебник, который взял под свое крыло вот все это красивое действо. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто принимал участие, и директору филармонии, и организаторам, и всем заместителям, которые выполняют порой больше обязанностей, чем сами начальники. И хочу сказать, что, не загадывая, надеюсь на новые встречи. В России говорят «даст Бог». В Азербайджане говорят «Аллах гойса». В Татарстане говорят «Аллах берса».
Большое вам спасибо. Спасибо, дорогие гости. Ну а сейчас, уважаемая публика, разрешите представить всех участников нашей концертной программы. Лауреат международных конкурсов Наиль Галиев. Лауреат международных конкурсов вокалистов в Лондоне, Москве и Санкт-Петербурге Игнат Изотов. Солистка Государственного оркестра народных инструментов, народная артистка Республики Татарстан Резида Галимова. Лауреат второго международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева, солистка Московского театра «Новая опера» и Большого театра России Ирина Костина, Москва. Лауреат международных конкурсов, солист ансамбля имени Александрова, солист Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» Борис Дьяков, Москва. Лауреат престижных международных конкурсов, победитель первого международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева Джавид Самедов, Азербайджан, Германия. Лауреат и обладатель специальной премии первого международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева, солист Московского театра «Новая опера», заслуженный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгений Кунгуров, Москва. Автор сценария Дан Дамаскин. Ведущий концерта заслуженный артист Республики Татарстан Лилия Апакова и Рамиль Вазиев. Весь вечер на сцене Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России маэстро Анатолий Шутиков. И самая благодарная публика города Казань. Аплодисменты друг другу.